Ну что, я под вечер загрузился в Шарлотте. Я еду на Флориду домой. Вот, я вот за Апалачи заехал, спустился с Апалач, и такая жара, духота началась. Хочу обратно за Апалачи туда, на север. Там хорошо. Ну что, сегодня 29 июня. Сегодня у нас день рождения. Вот, на гимнастике у Аечки. Вот. О. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aya. Happy birthday to you. Что? Good walking. Вот это первая лодка, которую мы сегодня смотрели, или вообще первая лодка в жизни, которую я смотрел. Называется она Сидельман 299. Вот такая вот. Так, вот и короче, да, там душки есть, дочь. Душки есть. Вот, эта лодка продается за 7000. Вот. Она немножко, ну, внутри так, по внутрянке тяжело сказать. Там есть немножко вода, не в самом, на дне, короче. Блин, я не яхтсмен пока что. И, короче, в терминологии яхтенной я не специалист. В общем, под полом есть немножко вода. И внутри немножко бардак, потому что он там тоже иногда живет. И тяжело оценить состояние внутрянки. А снаружи она выглядит неплохо. Вот она такая сияет даже. Реально неплохо выглядит. Поэтому тяжело сказать. И мне еще не с чем сравнивать. Вот завтра я поеду смотреть вторую лодку, надеюсь. Я там списался с человеком. Вот. И, кстати, с мотором у нее тоже проблема. Вот, с мотором у нее. Так, где она? Вот она. Есть солнечная панель. И вот мотор Mercury выносной. Outside, а внутренний мотор инсайдный, который у нее, он говорит, там что-то с ним случилось, не работает, в общем. Вот, так что пока я не могу сказать, мне нужно сравнить с другими лодками, потому что это первая лодка, которую я вообще смотрел. Посмотрел, ну да, за такую цену 7000 может быть нормально, но завтра посмотрю другую лодку, и там у которой вообще новый мотор, в которую, говорит, владелец, который говорит, что 15 тысяч в нее уложил. И он продает ее там тоже за 7, по-моему. Но новый мотор там. Вот и на примете у меня есть вот 3 лодки, вот вместе с этой, которую я сегодня смотрел. Все их я нахожу в Play Market на Фейсбуке. Вот вторая есть в Palm Coast, которая с новым мотором, ну, судя по описанию.
на Фейсбуке с новым мотором. Вот, продается тоже где-то за 7, по-моему, там, я не помню, 7500. И одна стоит в Дайтоне Марине. То есть она, по-моему, за 8500 продается. Ну, в общем, за 8 там, думаю, можно будет сторговаться. И в чем ее преимущество? Ее перегонять не надо. Она стоит в Марине сразу же. Вот. А все остальные, вот если я здесь куплю яхту, мне их надо будет перегонять в Дайтону Марину. Но так как у меня нет опыта, ну, мне будет, конечно, сложно. Ну, мне это не страшно. Ничего, просто там купил и сразу перерегистрировал ее, и она там же стоит на месте. И там уже можно будет ей заниматься. И плюс там есть все навигационные приблуды, которые нужны вот в этой яхте, которая в Дайтоне. Но ее я смогу посмотреть только в четверг, поэтому будем ждать пока. Так, ну что, мы на яхте. Сейчас будем отчаливать. Отчаливать в Дайтону. Опыта управления лодкой у меня нет, но когда меня это останавливало? Я и на машину так садился, никогда не водил, надо было доехать, доехал. Вот, так что, думаю, все будет хорошо. Сейчас вот по таким каналам вначале надо выходить на реку, потом по реке до Дайтона. 30 миль нам плыть. Взял с собой аечку, чтобы, да, было интересно тебе тоже. Вот, яхта такая, потом обзор сделаю нормальный, когда доплывем. Все, идем потихоньку, только выехали. Там, короче, чек загорелся на моторе, температуры типа. И, в общем, это, оказывается, когда на маленьком ходу идешь, то движок, видимо, нагреваться начинает, и температура показывалась. Движок еще не обкатанный, он новый совсем, поэтому, не знаю, может быть такая особенность у него. Вот, а вот это сейчас я на максимальном ходу иду, то есть максимально ручку в пол, образно говоря, и вот мы так идем. Конечно, это не спортивный болид. Аечке нравится, да? Да. Я даже не знаю, сколько мы до Дайтона, так 30 миль там будем идти. Посмотрим. Ну, до сегодня точно дойдем, сейчас время 12, полдень. Вот, снова вылезла ошибка, вот температура. Вполне возможно что-то с датчиком температуры. Потому что температуру он не показывает, если там включить. Вот, надеюсь, все будет нормально, деваться некуда сейчас, надо плыть до Дайтоны. Плывем, конечно, как черепахи. Вообще, наверное, как со скоростью каяка, по-хорошему, тоже так же. Так, сейчас проходим первый мост. Вот здесь клиренс, он показывает 62-64. А у нас где-то 37 клиренс, высота. Вот, так что мы две яхты, по сути, можно уложить в эту высоту. Вот, но на пути будет два моста. Два моста, которые надо будет запрашивать по рации. Вчера рация пришла, Баофeng. Надо будет запрашивать, чтобы открыли мост. Да. Скорость, конечно, вообще низкая. 2,5 морские мили в час. Очень медленно. Это почти как пешком. Бегом, легким бегом, короче. Я не знаю, до Дайтона мы как-то успеем или нет. До ночи. Еще ветер встречный сегодня добавляет, тормозит точнее. Плывем. Сейчас, короче, такой момент был. Сейчас по низкой воде мы плывем. Отлив. Вот, и я чуть-чуть на мель сел, короче, так. Там большой такой кораблик плыл. И я как бы немножко в сторону отошел. Границы как бы пути. Не к берегу. Там метров еще 15 было до берега. И, короче,
И, короче, я прям почувствовал, что так плавно затормозили. И потом я задним ходом еле-еле выехал, короче. Нормально, блин, перепугался, конечно. Вообще отходить вот от центра, по сути, не надо. Сейчас вода низкая, опасно. Плывем уже сколько часов там, уже часов 5, наверное. Вот, я думаю, в чем прикол? Вот я посмотрел, загуглил, у этого мотора он может работать на 3600 оборотов в минуту. Вот, а он идет всего 2200, 2300, короче. Тут, видимо, газ не отрегулирован. Вот, я до упора уже, все. И вот он 2300, 2400 больше не может. Надо газ, скорее всего, будет отрегулировать и что-то с этим сделать, потому что это очень медленно. Это очень медленно. Идти где-то 2,5 морские мили в час. Это очень медленно. Главное, нормально, спокойно, пофиг, медленно, но верно, добраться до Дайтона, а там уже разбираться, все, до Марины добраться и там в Марине разбираться с этим всем. Вот. Главное, чтобы все было хорошо. Плывем. Я, короче, снова на мель заехал случайно. Тут вообще вот буйки стоят. Я что-то как-то задумался и прям рядом с буйком прошел и, короче, встал на мель. Задний ход включил, еле вылез. Ну, не еле, нормально вылез, как бы так, не сильно сел. Вот. Повезло опять второй раз, надо бдительность не терять. Речка узкая здесь, сейчас тем более отлив. Вот, и, кстати, по ручке газа точно это не отрегулировано, потому что сейчас поднялась до 2500 и скорость поднялась сразу. То есть движок еще может. Даже я думаю, нифига себе, так медленно передвигаться, что ли? Нет. Блин. А вот и первый мост разводной, раздвижной. Будет таких два всего, вот здесь и в Дайтоне в самом конце. Вот, сейчас надо будет по рации с ним связаться, сообщить, что нужно открыть путь, и все. Вот, открыли. Они даже не надо было в рацию говорить, я им просто спасибо сказал уже. Они не рассчитали мою скорость, правда. У меня скорость медленная. Вот. Долго ждут, на минуты 3, пока я к нему подъеду. О, все. Прошли там. Там очередь стала машин. Ждут, когда я проплыву. Все. Сейчас будут опускать. Все, просигналило. Все, поплыли дальше. Аечка спит второй раз уже, утомилась. Надо было Эльдарку еще взять с Эльдаркой, а то скучно ей одной. Если сейчас окажется, что мы не успеваем и по темну придется плыть, я пришвартуюсь нормально в Марине, то у меня сразу будет ачивка, уровень профи сразу, капитан. Вот. Первый раз сразу такой сложный путь, ну реально он сложный просто. Вот уже 2 раза я килем в дно впаривался. Надеюсь, что, оно по ощущениям это были не камни, оно мягкое было, повезло. Вот, не сел. То есть там ил мягкий. Вот, поэтому уровень маршрута, сами понимаете, нелегкий. Все время надо быть начеку, чтобы вот так вот не профукать буи, которые там стоят. Потому что довольно узкий проход. Особенно сейчас по низкой воде. Так, сейчас у нас еще один мост. Это Орманд-Бич. Это уже мы практически дома. Но засветло мы не успеем. Придем уже затемно. Блин, тяжело. И здесь
Походу огни не работают. Я все уже сделал, что мог. Не работают, походу, огни. Или они автоматически начнутся, но вряд ли. Я там все защелки переключил, но ничего не горит. Ладно, посмотрим. Сегодня же, кстати, День независимости еще. Вот тут все лодки стоят. Сейчас салют, по всей видимости, здесь будет организован. Вон все стоят здесь. Да, испытания у меня сегодня по полной. Я уже третий раз на мели был. Вот. Так что меня уже ничего не испугает. Мобиль страшно сесть, блин, но задним ходом, а потом лодки, катера проплывают, большие волны делают, и меня, короче, раскачивает, и я съезжаю вообще, блин. Без них было бы тяжело. Вот, еще плывем, но затемно точно приплывем. Немножко практически осталось, еще мили 4, наверное. Но с той скоростью, с которой мы едем, это очень медленно. 2,5 морские мили в час против течения. Сейчас у меня будет навигация в темноте, без ходовых огней. Телефон у меня тоже сейчас разрядится. Здесь розетки не работают, в общем, надо будет с этим разбираться. В общем, полный комплект приключений для первого же трипа. Просто перегона лодки. Круто. Мне нравится. Так, еще 3 моста осталось, и 1 разводной, и все. Сейчас у меня зарядка сядет, наверное. Все, доброе утро следующего дня. Сегодня какое у нас? 5 июля, 9 утра. Вот, все нормально. Вчера приплыли, уже по темну, как уже понятно было. Вот, где-то часа 2, наверное, уже к 11 ночи мы только пришвартовались в Марине. В общем, все нормально было. Единственное, там перед мостом в одном месте я на мель снова встал. Короче, там какая система? Система зеленых и красных сигналов, короче. Красный сигнал, обычно это треугольники. Красный треугольник должен быть у тебя справа по борту, то есть это вот основной путь, где нету мели, ничего. А зеленый слева. И вот в ночи там не было буя, а вот именно вот этот зеленый треугольник. И я вышел за этот зеленый треугольник, потому что в ночи непонятно, красный он, зеленый, он не светится, не мигает. Я-то думал, в ночи они мигают, а они не мигают. И на мель, короче, последний раз сел, но вышел, как-то раскачался, короче, вышел. Хорошо, что дно не каменистое, там илистое, песочное, я не знаю. То, что так нежно, мягко садишься и выходишь. Поэтому я думаю, это, там, без последствий для лодки. Там даже без царапин, надеюсь. Вот, посмотрим. Вот, так что приплыли. Вот испытание вчера. Первая моя покатушка за рулем водного судна. Прошла успешно, хорошо. Вообще испытаний, приключений было все как я люблю. Вот. Сейчас я еду к лодке, утро. Вот, там разбираюсь с Мариной, там заплатить им надо. В Марине
примерно $350 будет стоит в месяц парковка в Марине. Туда включено все, короче, и электричество, то есть там можно жить, life aboard. Поэтому 350 нормально, нормально. Там это зависит от длины лодки, сколько фит. Вот моя 27, нормально. Да, еще забыл, там мы плыли против течения по реке уже, вот в последние там мили 2, наверное. И вот эти вот мили 2 у нас была скорость, наверное, 1 морская миля в час. Так медленно мы перлись. Там было много лодок еще, потому что вчера праздник был, салюты. Но лодки не мешали, потому что мы были самые медленные, как бы там все обгоняли туда-сюда. Никаких проблем с этим не было. Вот. Больших судов не было тоже, там одна большая яхта проплывала туда-обратно и все. Потому что все равно как-то, когда большое судно какое-то рядом проплывает, все равно очково. А маленькие лодочки-то это пофиг, они быстрые, юркие, никаких проблем. Вот, так что плыли медленно, и там последний разводной мост, который был, там даже этот оператор моста такая что-то недовольная была, что мы медленно плывем, типа. Потому что там огромная пробка, праздник же был. Это Мейн-стрит, это самая главная улица. И там огромная пробка из-за этого скопилась. Ну и хрен с ними. Что можем, то можем. Быстрее не можем. Так, ну что, я на яхте. Начинаю работы. Вот, сейчас вытаскиваю всю там мягкие пуфики для максимального облегчения работы по клинингу внутри. Вот. Ну что, и как раз провожу осмотр яхты, наконец, нормальный, после покупки. Вот, потому что тяжело смотреть яхту при хозяине. Ну, как бы все равно, не знаю, меня люди посторонние всегда напрягают в этом. Вот, и сейчас смотрю яхту, осматриваю. Купил я ее за 5700. И, в принципе, кроме нового мотора и более-менее незадроченного интерьера, ну, вот, видно, что так, ну, просто от старости он как бы старый, да, но не задроченный. Вот, больше здесь ничего нету. Здесь просто непочатый край работы, это видно, и в первую очередь по электрике. Электрика просто здесь, ну, она раздолбанная вся. Не просто даже раздолбанная, то ли криворукие здесь прикладывались, не знаю, тут, короче, много чего не работает просто. Все старое, ничего не делалось, и еще к тому же криворукие какие-то там лезвия, там скрутки какие-то, ну, в общем, ужас. Вот, ну, аккумуляторы новые, как бы, это все для мотора, все, что касается с мотором, все нормально, а вот вся электрика, ужас. И работы здесь очень много, очень много. Я, конечно, не специалист по электрике, я никогда с ней не работал. Вот, но вот время пришло начать заниматься электрикой. Вот, потому что в будущем все равно придется устанавливать солнечные панели, ну как-то ее подготавливать. Нет, это лодка для фана, по фану, вот чтобы просто кататься, не жить в ней, не для жизни. Если кататься, то нормально. Но вот если жить в ней, тут все надо до ума доводить. Все абсолютно. Каждому надо. Холодильник, он не работает здесь, естественно. Там, скорее всего, много чего менять надо будет в морозильнике. Руку есть куда приложить. А вот это единственный козырь вот этой яхты. Это вот этот новенький моторчик. Новенький моторчик Янмар. 9 лошадиных сил. Вот. Это единственный плюс. И вот ради которого, по сути, и бралась эта яхта. Потому что обычно на таких вот старых яхтах 82-го там года, да, мотор такого же года не менявшийся. И у него постоянно проблемы, естественно, с мотором происходят, которые могут в любом походе там выявиться проблемы, да, а это как бы новый мотор, все равно он тебе, как бы, есть уверенность в том, что он послужит. Вот, поэтому это большой козырь, и на все остальное можно закрыть глаза. Вот, в целом.
и буду сидеть на него любоваться. Да, с ручкой газа все, как я и говорил. Вот этот вот тросик просто надо было подтянуть. Я сейчас завел его, и он до 3500, до 3600 разогнался. Так что все прекрасно. Все прекрасно, мотор работает отлично. Надо было вчера вот это сделать. Но я не хотел останавливаться, думал, инструмента нет, там надо, а тут просто крутишь рукой и ничего не надо. Все как на велосипеде, просто изично. Даже проще, чем на велосипеде, я бы сказал. Так, я подключился к сети, к внешней. И на мое удивление, розетки все работают. Телефон заряжает, и я сразу же подключил кондиционер. Мне его в придачу тоже дали. Кондиционер примерно, наверное, тех же годов. Он древний, но работает нормально. Холодит. Вроде бы, да, ну холодит нормально. Может быть, не так сильно, посмотрим. Вот. Это уже хорошо. Можно жить. Так, сейчас я все вычищаю. Я уже часа полтора только вот этот отсек вычищаю. Там не то чтобы грязно, срач. Сколько налет старости просто вот на этой белесой, в этой белесой ванне. Вот тут такая желтизна была, сейчас я ее убрал, и вполне неплохо. Вот здесь, конечно, ужас, все, что внутри творится. Здесь огромная работа предстоит, но это буду не сейчас делать, не знаю когда, потому что здесь надо всю сантехнику менять. Скорее всего, менять эту помпу воды, потом подключать ее к системе водоснабжения извне, потому что я не могу сделать так, чтобы из крана текла вода не из помпы, а с крана. Вон там вон кран есть, надо к нему подключиться. Вот. Им я только этим краном могу заполнять вот этот танк водяной, который вот здесь находится. Вот, так что работает дофига, и у меня еще заполнил туалет. Вот здесь вот танк находится, куда все скапливается, все, что идет с унитаза. И вот он уже перекачивается, то есть воды очень много, и вот по этой трубе возвращается обратно. Уровень высокий, и надо, короче, я не могу его слить, ну вообще в Марине нельзя этого делать, и надо специальной машиной это все высосать оттуда, опустошить. Вот, и подключать систему так, чтобы, ну, во-первых, можно было это наружу все сразу, все, что идет с туалета, чтобы иметь такую возможность, чтобы это все уходило наружу. Вот, это 100%. Вот работает дофига будет потом. Да, и между новостями все, с Настей мы развелись, короче. Вот, теперь я буду жить на яхте. Ну, собственно, для этого я яхту и покупал. Как бы жилье и путешествовать можно. Можно припарковаться где хочешь. Вот, поэтому все, теперь я холост. Такие вот дела. Станет еще. Че, пришли мои помощники, да? И помощники. Вот, и так, там воды заливает бак сейчас. Там вода кончилась. Вот, через шланг. Фу, все, сегодня убрался. Весь день убирался. Сейчас время уже 5:20. Вот только-только они подъехали часик назад. Вот я весь день убирался. Внутри там в целом все убрал. Радейку достал старую. Рацию, радио там, AM, FM, это нафиг не нужно. Вот. Главное, внешне убрался, там вот этот налет старости снял, там хлоркой все прочистил. Вот, жить можно. Давай, Дака, туда лей. Дака выключила. Да, вот сидим в лодке, сейчас жара. Жарковато. Кондер работает. Эй, тихо, вы что деретесь? Давай включим, давай.
Фух. Так, ну чё, воскресенье вечер. Завтра на работу. Попрощался с детьми уже. Вот, в принципе, все готово вот на первое время. Принес все вещи свои, мои пожитки, их немного, вот они все здесь. Вещи, там всякие провода. Вот, вчера телевизор купили. Телевизор есть. Он постелил постельное белье и уже как-то все по-домашнему, по-простому. Вот, конечно, до порядка еще совсем далеко. Сюда надо ковры постелить. Ну и, конечно, самое главное, это надо вычистить все трюмы здесь. Они там грязные, с водичкой. Вот такая красота там. Надо все это вычищать, потом будет. Конечно, не сейчас буду делать. Вычищать. Вот, ну а так все офигенно. Ой, лежу тут. Кайфую вечерком с пивком местным. С понцем летом своим. Орман Бич. Хорошее пиво. Такое без горечи. Пшеничное. Наверное, как букет чуваши пшеничное. Наверное, таким вкусом. Ну чё? Какие первые впечатления по яхте? Двоякие впечатления, на самом деле. Вот из-за того, что у меня нет опыта, и я, по сути, взял эту яхту вслепую, тупо по описанию. Потому что я пришел, посмотрел, как бы, новый мотор. Новый мотор — это круто. И реально этот новый мотор им стоил, там, этот мотор без работы только стоил 7000. Эту яхту я взял за 5700. То есть даже если на этот фактор посмотреть, то это выгодная покупка в любом случае. Новый мотор. Вот, но по всему остальному, вот сейчас я вот 2 дня в ней копошился, все смотрел, познавал, изучал яхту. Вот за эти 5700 я купил знания. Я не яхту купил, а знания. Потому что все изучаешь, смотришь, как что устроено. Вот. Я вот посмотрел, как все устроено. И, в общем, я понимаю, что работы здесь очень много. Просто немерено работы. То есть с этой яхтой, по сути, с ней капиталку никогда вообще вот за... Она 82-го года, получается, 42 года. 43, 42. С ней ни разу капиталку никакую не делали. То есть видно, что у нее хозяина не было. То ли она по рукам ходила, то ли что, не знаю. И работы с ней очень много. Начиная вот от сантехники. Ну, это самое основное. Сантехника, электрика. Ну, во-первых, все вычищать надо. Все вычищать. Ее по-хорошему надо поднимать и делать все на сухую. Потому что ее надо там перекрашивать. Дно надо вычищать все. Дно все заросшее, там какие-то ракушки. И из-за этого, кстати, скорее всего, скорость очень низкая. Очень низкая скорость. Тупо там все заросшее. Сопротивление нереальное там. Вот, и хочется это сделать. И электрика кобзец, там все, вообще все как перелопаченное. Я не знаю, кто там что возился. Все перелопаченное. И сантехника. По сантехнике. Как бы это все на самом деле по деньгам. Ну она еще течет в некоторых местах. Имею в виду с верхней части. Вот когда будет дождь, там будет через люки вот эти течь. Люки тоже старые они. И поломанные, половина там поломанных уже не такие герметичные, и нужно их менять. Или как-то хотя бы времянку какую-то делать. Короче, всю лодку надо перекрашивать, и нижнюю часть, и верхнюю часть. Она все равно некрасивая, но это как бы не первоочередно, это ладно. Главное, чтобы она не протекала сверху, чтобы когда были дожди, ураганы, как бы можно было спокойно находиться внутри без всяких протеканий. Сейчас она течет. Течет вот даже вот просто от кондиционера. Струйка течет, конденсата. Она вот на ту сторону текла. И там через вот этот вот люк, иллюминатор, она затекала внутрь. Ну, короче, это непорядок. Блин, я сейчас на месяц уезжаю. Неохота лодку оставлять, честно. Вот, потому что там все сейчас будет протекать опять.
Вот, ну, двоякие чувства, как бы, да, мотор новый. Вот это, ну, смотря для каких целей эту лодку покупать. То есть, если ты... Ой. Если эту лодку покупать чисто по фану, вот просто кататься с новым мотором, в котором ты уверен, это идеальная покупка вот за 5700 с новым мотором, лодку, чисто вот учиться управлять лодкой и всему остальному. Паруса тоже есть, вот, но до них мне еще не скоро руки дойдут в плане управления, вот, потому что надо все остальное делать. Вот. Если в этом плане, чисто по фану, идеальная покупка. Если ты не собираешься в этой лодке жить, то есть live aboard, жить на этой лодке, то без проблем. А вот если ты ее покупаешь для жизни, в которой ты собираешься, жизнь, которую ты собираешься проводить в этой лодке, то, честно говоря, тут очень много работы. Очень много работы. Наверное, даже не сколько тут в деньгах, а сколько в трудах, ручных человека трудах. Делать-то я все равно буду все сам. Если это куда-то все сдавать, это будут просто космические деньги. Космические. Вот, поэтому все потихонечку буду делать. Вот, поэтому у меня немножко двоякие чувства. Вот сейчас начал. Но это опыт приобретаешь. В любом случае, когда-то же надо начинать. Вот. Людей у меня нету, с кем можно посоветоваться, поэтому я как бы, ну вот, нашел вот неплохой вариант. Новый мотор. Если бы здесь не было бы нового мотора, то я бы, ну, она точно не стоила бы $5700. Она бы стоила, ну, я не знаю, ну, 3-4 максимум. Даже меньше. Ну, 3, наверное. Да, я бы 3 бы, наверное, за нее бы отдал бы и все. Если был бы старенький мотор, там, оригинальный. Но новый мотор решает, поэтому все офигенно, кайфуем. Под пивасик, под музычку. Дико завышенным эго, но в сердце ей запоет лишь тот один, кто ни разу за ней не бегал. И все от обратного, небеса и земля поменялись ролями. И все, что было изучено до, теперь жажду не утоляет. Я брал этот мир нахрапом, потом и кровью, как истинный воин. Но мир оказался в ногах у того, кто тихо влюблен и спокоен. Фух, все, доброе утро. Сегодня среда, 10 июля. Только что нашли груз, вот с понедельника жду, вот сегодня среда и только нашелся груз сейчас в Северную Каролину. Оставляю лодочку свою, тут замок сделал, сразу с 3 этими системами. Один замок решает 3 функции, он сразу закрывает главный вход, руль блокирует там и пришвартовывается к пирсу. Вот. Я думал, как этот замок применить. Вот, наконец-то его нашел. Потому что эту лодку, по сути, можно угнать, даже не проникая внутрь. Внутрь вообще не нужен. Ее завести отсюда можно. Единственное, как бы отсоединить от аккумулятора, как бы можно, но нафиг этот геморрой нужен. Вот. Да я не думаю, что кто-то на эту лодку позарится. Она вон немножко грязная с внешней стороны. Хотя хрен его знает. Вот, оставляю. Отсоединил от электричества, от воды. Вот, надеюсь, все будет нормально, ураганов не будет в мое отсутствие.